Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашай госцяй, рэдактаркай выдання План Б, эканамічнай і палітычнай аглядальніцай Вольгай Лойка. Прывітанне, Вольга. Привет. Ольга, давай пачнем з эканамічных навінаў, хоць іх, ну як мне падаецца, не так шмат, каб можно было тут вау, тут зараз мы как пройдемся, как накинем, раскладем еще, але тым не менш. Слухай, я некалькі таких момантаў. Па-першае, расскажи мне, ласка, вот стало вядома, что Нацбанк рыхтуе да выпуску 200-рублёвую купюру. Гэта ўжо как бы нам нулі хутка будуць прыпісваць там, а потым деноминацией займацца, ці што это? Ну, ці просто вот так вот. Хочется красивую купюру, нате вам. Да, и с подписью нового главы Нацбанка. Каждый глава Нацбанка, он должен что-то оставить, так сказать, после себя. Народа. Да, хоть подпись под каким-то важным документом или на каком-то важном документе. Нет, я не думаю. Слушай, ну... Просто уровень цен такой, что, в общем-то, благосостояние растет, понимаешь, чтобы зарплату выдавать крупными. Да, знаешь, мне гораздо заработки уже такие, что как бы у кишенях не помещаются. Абсолютно, сидеть неудобно на кошельке. Да, мне больше впечатлила та новость о том, что сейчас все банки у нас с июля будут геолокацию твою хотеть, все приложения банковские. Да, мы так с мошенничеством боремся, что прям им остро необходимо знать, где владелец в данный момент находится, да? То есть не менял ли человек геолокацию, а именно вот прям вот где находится. Вот расскажите мне, вот где вы прямо сейчас. Вот эта вот банковская карточка у дадзены момент не побач ли вот с какой-нибудь антидержавной акцией находится? Ну, слушай, тут открывает большое поле для всяческих злоупотреблений, тем более мы прекрасно понимаем, где эта информация окажется по первому требованию, возможно, даже инициативно. Вот. Конечно же, этой информацией поделятся. Откуда, куда, зачем, где, рядом с кем, да, вот что это у нас такие за геолокация, когда у нас одномоментно, значит, группа людей образовалась. Может, они там, извините, в хоругвию вступили, и все с банковскими предложениями, с геолокацией в одном и том же месте. Вот, в общем, такое... І по логіцы далей тады просто банки могуць уключыць такі адмысловы как бы подраздел взвод губазика, банковское отделение там, да? Абсолютно. Срочная банковская помощь к вам выезжает. Але все ж таки вот мы там ці смяемся, ці как бы с подозрением ставимся, а можа это звычайная практика ва ўсім свеце так, ну у цивилизованном, да, прикладу так ёсць, а вот мы отставали. Слушай, ну вот государство должно создавать институты доверия, да, когда оно что-то делает, вы должны быть уверены, что это на благо вам делается. А если вы в этом не уверены, то это не значит, что там Змитер Лукашук какой-то очень подозрительный, это значит, что с ним не доработала семья и школа, да, он должен в это верить. Ему должны это объяснить внятно так, чтобы он понял, поверил и не воспринимал как угрозу себе лично, да. Мы ўсё ж таки так с жартам сказали, кошты растуць, заробкі растуць і гэтак далей, але мы ж памятаем, ну у каго памяць, конечно, як у ніяк у рыбкі там гупі, але ўсё ж таки наколькі ёсць такая, мы уже мелі ў свой час купюры с мільённыя, близко гэты час? Нет, я думаю, что еще нормально пока, можно не привыкать, да. Ну і тым больш, што калі мы кажам там пра павелічэнне, ну патэнцыйныя колькасці нулёў, у пэўнай сітуацыі працэсы зваротныя. Я маю на ўвазе пра зніжэнне стаўкі рэфінансавання. Вось што за гэтым стаіць? Слушай, ну за этим желание все-таки Нацбанку выполнить свои обязательства по расшевеливанию экономики, которая не растет, потому что когда Головченко говорит, что, значит, вышли на позитивный трек, ну, если 0,2% роста – это позитивный трек, да, тогда что тогда негативный? Ну, как бы чуть-чуть экономика выросла на фоне того, что в апреле прошлого года уже началось проседание, да, вот, ну, к тому проседанию мы чуть-чуть подросли. Считать это серьезно большим успехом не приходится, до запланированных объемов исключительно далеко, но Нацбанку задача поставлена привлекать инвестиции, вкладывать в экономику и добиваться роста. Да? Ну вот он добивается
как может, да, ну, 0,5 процентных пункта, да, плюс с учетом того, что это все-таки еще такой, знаешь, инструмент, от которого уже многие ставки просто отвязаны абсолютно официально. Вот. Ну, такой сигнал вот мы подаем в космос, что у нас все благополучно, мы будем расти, кредиты будут доступнее, срочно возьмите деньги и вложите их во что-нибудь полезное. Вот. Сказать, что серьезно снизится стоимость денег, ну, нет, наверное. Вот знаки такие аккуратненькие. Калі мы ўсё ж таки закранули тэму заробкаў, наколькі ёсць нейкая, якія тэндэнцыі назіраюцца? Заробкі сапраўды растуць у сітуацыі, калі заказы, военныя заказы з России працягваюць паступаць. У той ситуации, калі кажуць, что рубль российский у дачыненні да валюты там того ж доллара узмацняется, як это уплывае на Беларусь, на беларусаў, на заробки, на экономику увогуле? Ну, зарплаты растут, да, людей все меньше в стране, кому-то надо выполнять эту работу, людям платят больше, действительно есть российское все еще влияние большое и оборонзаказа в том числе, да, хотя, знаешь, даже по российскому оборонзаказу тут было неделю назад симпатичное совещание Путина с его машиностроителями, очень юбилейное такое, да, и сравнивать можно что угодно с чем угодно, если тебе это удобно. Вот он, к примеру, сказал, что да, я там знаю, что есть проблемы, там, ну вот он четко дал понять, что про это он не хочет сейчас, да, а вот смотри, говорит, у нас вот обрабатывающая промышленность выросла на 1/4 в этом году, к 2021 году. Да? Ну, вот, если ты хочешь что-то сравнить в свою пользу, да, сравни это, возьми из всей промышленности обрабатывающую промышленность, да, то есть снаряды, значит, патроны и все такое, да, и сравни это с 2021 годом почему-то. Не с 2022, не с 2023, не с 2024, да, ну вот с 2021. Да, вот с 1913 годом мы все будем сравнивать, потому что это сравнение будет нам нравиться, да. Ну, со всей промышленностью объемы гораздо хуже, невоенные сектора финансируются с проблемами, ставка рефинансирования высокая, кредитоваться сложно, поэтому по автобусам, по грузовикам, по холодильникам, по всему есть вопросы. Да? Поэтому сейчас, да, Беларусь работает, но, слушай, это очень важно не оказаться в той точке, в которой мы, собственно, были и в 2024 году, да, когда выяснилось, что мы растем, но на склад. То есть экономика растет, склад растет, а сбыт почему-то не растет. Да? Тем более, что нам уже по некоторым направлениям Россия вполне внятно намекает, что, ребят, не исключено антидемпинговое расследование. Да? И когда сам Лукашенко признается, что это у нас цемент в Россию идет на 40% дешевле, чем продается в Беларуси. Да? Ну, вот будет антидемпинговое расследование, если вот процитируют Лукашенко и скажут, ну, он же врать не будет. Да? Действительно получается, что имеются такие перекосы. Вот поэтому пока зарплаты растут медленным более темпом, чем в прошлом году, но вот стараются. Про росты. Цікавую, ось випадково зараз адкрыў навіну. Значыцца, была арганізаваная сустрэча для кітайскіх прадстаўнікоў кітайскіх кампаній у і наведванне кантэйнернага тэрмінала станцыі Брэст-Паўночны, дзе начальнік, кіраўнік беларускай чыгункі сказаў пра тое, што Беларусь можа кратна павялічыць кантэйнерныя перавёзкі з Китая у Европу. Можа? Да, наверняка, слушай. Если мы рассуждаем вообще планами и возможностями, то безусловно. Безусловно. Ну то калі складзецца ситуация, то мы, конечно, можем. Ці вот можем можешь, да? Ну теоретично. Какие ресурсы тебе для этого дать, да? Там. Калі мы можем кратно павялічыць вот зараз контейнерные перавозки с Китая у Европу, то есть праз мяжу, то чему мы не можем запустить электричку? Краўцоўку польский вариант. Знаешь, когда у нас часто такие новости, заголовки на Белте, обычно вот то, что мы можем или планируем, да, ну, ребят, так а что не делаем? Вы ответите в этой заметке на вопрос, почему этого не случается. Китай не хочет, Европа не хочет.
Или кто-то через вас не хочет и не может ничего поставлять в больших объемах. И рассчитывать на вас как единый транзитный коридор тоже довольно сложно. Да? От вас, извините, одни беглые, от которых сплошная польза, правда, в Евросоюзе, и провокации, от которых сплошной ущерб в Евросоюзе. Да? Сложно немножко договариваться с такими людьми. Очень уж непоследовательная у них позиция. А вот то, что можем, я вообще не сомневаюсь. И то, что экономика Беларуси может расти там и по 5-7%, прям, конечно, может. Безусловно. Вот тое, што не может, а дакладна адбудзецца, гэта з 1 чэрвеня вырастуць жыроўкі. Ну, гэта как бы тое, што адбываецца заўсёды, і нічога дзіўнага, ці у дадзенай сітуацыі штосьці там вот подвинули немножко сроки, да, чтобы в начале года в морозы, значит, белорусы не взвыли. Ну, вот они взвоют чуть попозже, да. Ты думаешь, взвоють? Слушай, я думаю, что нет. Знаешь, вот это нормальное положение белоруса, это такое слегка бухтящее, да, вот будут немножко возмущаться, будут, как вот под сообщением о том, что геолокацию банкам придется открыть, да, там я вот выходила, было там 570, по-моему, сообщений в комментах под этой новостью. Ну вот так. А что делать? Да, тут, в общем-то, места для маневра у белорусов не так много, поэтому вот они так и будут вяло выражать недовольство. А им будут рассказывать о том, что, вы знаете, какая коммуналка в Литве, в Польше? Страшное дело. А вось сапраўды расказваюць вельмі шмат про тое, што камуналка, да, колькі тут аренда кватэр каштуе, яно сапраўды каштуе, далей чамусьці нічога не ідзе. Потым расказваюць нам про бясплатную медицину, про бясплатныя школы, дзіцячыя садкі, і ўвогуле там вы павінны, вы абязаны, это самое, калі б не было Лукашэнкі, то вы вообще по миру пошли. Працуе яшчэ это вот все? Слушай, мне кажется, что все хуже это работает, потому что все понимают, что зарплаты разные, все больше людей знает, к примеру, что в Польше тоже есть и бесплатные школы, и бесплатные садики. Сейчас идет рекрутация, по-моему, на всех садиках тут по Варшаве. Везде написано, что нужны дети, требуются дети, введите ваших своих замечательных детей в наш замечательный сад. Вот, есть бесплатные кружки, есть медицина по НФЗ, не всегда легко доступная, но, знаешь, я бы не сказала, что это сильно сложнее, чем в Беларуси попасть с конкретной жалобой к какому-то специалисту. Да, надо уметь, да. Да, иногда приходится платить в частном медицинском центре, чтобы сделать что-то побыстрее. Но, в общем, слушай, медицина всегда работает так не идеально, да, потому что мы, приходя со своей какой-то проблемой настоящей, серьезной или ерундовой, да, мы рассчитываем, что это для нас это же жуть, это же с нашим организмом происходит. А для медиков они вполне циничны и вполне могут тебе сказать, что ты можешь и подождать, да. И, слушай, давай честно, во многих случаях мы действительно можем и подождать. А если нет, то есть и срочные треки, и тоже, да, их надо знать, их надо понимать. Ну и в Беларуси по-срочному попасть в хорошую клинику, почти всегда это деньги и не всегда через кассу, извините. Да, как-то вот так это обычно работает. Поэтому, знаешь, я думаю, что все больше людей имеют опыт проживания здесь, общаются с теми, кто живет, и могут без вот этих ужасов из телека рассказать про настоящие проблемы, которые тоже есть. Да? Вот все то, что перечисляется, это такие, скажем так, особенности, а не проблемы. Давай паглядзім у бок беларуска-літоўскай мяжы. Тым больш, што сённяшняя навіна. У Літве затрымалі 27 чалавек, якія звязаныя былі з цыгаретнай кантрабандай з дапамогай вось гэтых метэазондаў. Сярод тых, нават паведамляе паліцыя, 14 супрацоўнікаў розных дзяржаўных органаў, паліцэйскія, памежнікі, муніцыпальныя чыноўнікі, і гэтак далей, і гэтак далей. Слухай, правду казаў Лукашенко, это яны самі сабе запускаюць это ўсё. Калі такая просто сетка, інфраструктура на чале з чыноўнікамі, паліцэйскімі, памежнікамі, так што, бедны несчастны Лукашенко оказаўся крайним в этой ситуации. Знаешь, я не верю в такие неравные союзы, когда с одной стороны чиновники, милиционеры и так далее, а с другой стороны честные контрабандисты. Да? С большой вероятностью, с другой стороны, точно такие же чиновники, полицейские, милицейские, таможенные и так далее. Да?
такое межгосударственное взаимодействие государственных органов. Да? Я не верю, что с литовской стороны это вот официальные товарищи, а с белорусской это просто какие-то вот из гаража пацаны с района. Да? Что-то мне прям мешает в это поверить. Вот. И предыдущие случаи, ты помнишь, да, с таможней ашмянской, где примерно почти все брали, и даже судить их было, в общем-то, негде, да, немножко. Все было налажено и с литовской стороны, и с белорусской, и прям вот работало как по маслу. И я думаю, что здесь кейс может вполне быть очень похож. Просто в Литве это наконец-то надоело, и был запрос на то, что это надо заканчивать, а в Беларуси не было. Это был очень даже эффективный инструмент. Да? Ну, сейчас Беларусь придумала новый эффективный инструмент с ее помощью, да, вот летящие дроны, поэтому Вильнюс будет... Раньше Вильнюс просто сидел без аэропорта, сейчас Вильнюс еще будет сидеть в бомбоубежище. Да, потому что власти Вильнюса, в отличие от белорусских, все-таки за свой народ как-то отвечают, да, им еще избираться потом хотелось бы не один раз. Да? Ну, и потому что Вильнюс близко к границе. А в Беларуси центр принятия решений несколько дальше расположены. Хотя, ты знаешь, я вот на карту как ни посмотрю, да, откуда бы ни летели эти самые дроны, пугающие Вильнюс, да, они пролетают примерно всю территорию Беларуси. Да? И то ли сознательность дронов такая высокая, что они облетают стороной центра принятия решений, да, то есть Минск, или это как-то так организовано, да, чтобы минчан все-таки пугать пока не велено. Да? Откуда и куда летят эти дроны? Кто им помогает? Ну, в общем, вопросов опять немало, и, знаешь, опять чьи-то уши торчат. Ну, праз пэўны час ізноўку у Літве нарэшце пашевеляцца і затрымаюць чарговую групу, у якую будуць там памежнікі, паліцыянты, вайскоўцы. І кажется, что это такая вот таксама сумесная операция, не ведаю, правда, почему. Я еще жду вот эту карту, да, что покажут, откуда дрон все-таки предположительно хотя бы летит, как он пролетает над Белоруссией, и вот эти все попытки его, значит, маршрут, так сказать, нарушить, да, что-то идет не так, потому что это не получается. Да? И пока это не получается у Литвы, они хотя бы сидят в бомбоубежище. А белорусы делают вид, что ничего такого не происходит. Да? Ну, в итоге Литва получит систему обновленных бомбоубежищ и будет более готова к чему бы то ни было. Да? А Беларусь получит... Что у нас Беларусь получит? Ядерные боеголовки, да, и, значит, чужие, и не в своих руках. Ну, и куча проблем, собственно. А где бомбоубежище, по-моему, в Минске понятия не имеют люди. Слушай, про карту. Ты карту чекаешь вот эту, а сейчас я вам покажу. Да. То есть 2-0 там, да, это была украинская, это уже литовская такая накерунок. Знаешь, ну а что делать, если провокации повторяются, да? Ну вот я не верю, что это совершенно случайно полетели дроны, совершенно случайно белорусские силовики рассказывают исключительной драматичности историю. Ты, наверное, восхищался ей уже, да, как человека насмерть убили, значит, в 700 километрах от белорусско-польской границы, да, почти на границе с Германией и Чехией. Он, значит, с этими ранениями в голову, в ноги, там куда угодно, полностью простреленной машиной проехал всю Польшу, потом пересек границу, а потом, значит, его воскресили в Беларуси. Да. Ну, у дадзенай ситуации мне ввогуле падабаецца все. Вот тут прекрасно все. То есть едет машина, постреленная, ну уже там уже за шклом не бачно. Она просто едет, и ее просто... Да, и все так стоит полицейский и думая, как бы, ну, постреленная машина едет. Ну, может, так и треба. И человек мертвый в ней с крайне тяжелой раной головы, на минуточку, 700 километров едет. Да, меня забили, но я выжил, да. Абсолютно. Ну, просто потом, когда его через границу перевезли, там воскрешают иногда. Да, вот. Ну, машина в таком виде не могла пройти границу. Это совершенно невозможно себе представить. Да, там 29, значит, дыр в ней, разбитые все стекла. Ну, в общем, прям... Ты вот зараз хочешь сказать, что пропаганда, я уже не кажу про там этих самых КДБ и следчий комитет, які там справу распачаў, все это показывая, там умоўный Грыша Азаронок, что вот ты зараз вот как ты хочешь сказать, что он там нагнетает, накидывает что-нибудь? Слушай, ну я думаю, что это еще одна провокация, которая для чего-то может
использоваться, да, потому что слишком много совпадений и с дронами, и с тем, что польских священников 5 человек, которые давно работали в Беларуси, выпирают из страны, да, ну вот очередная волна нагнетания, и то, с тем, что белоруса насмерть убили в Польше, но он выжил, да, ну, в общем, это все не очень правдоподобно, безусловно, да, минимальный критический взгляд на вот это все показывает, что, ребят, что-то здесь не так, да. Да, ну вот даже технически, как этот человек переходил границу, да, как он объяснил польским погранцам, что приключилось. Извините, меня тут немножко расстреляли польские полицейские, поэтому я сейчас от вас вот... Быстренько домой, чтобы да, меня там воскресили. Да, а то я тут мертвый немножко, да, там прям в крайне тяжелом состоянии. 700 километров по Польше проехал. Ну, вот это люди, а? Вот да. Гвозди бы делать из этих людей, а? Тут да, можна замест, не ведаю, там адбойнага малатка выкарыстоўваць, але ўсё ж таки, калі ты зводишь вот этой все ситуации, дроны, вот эта ситуация с забитым не до конца белорусом, с ядерными боеголовками, которые да. приехали в Беларусь, да. И калі вот зводить это все разом, якая атрымліваецца, які прогноз, якое бачанне, якія чаканні? Не нравится мне это все, абсолютно не нравится, да. Мне кажется, что кому-то снова величие начинает, извините, давить на центры принятия решений. Он уже чувствует, что он с Путиным сейчас эгегей, да, и вот он сейчас порешает, и он сейчас тут всех, да, там как там, не надо кричать, не надо верещать, сейчас я вам это самое, да. Я не знаю, насколько он отдает себе отчет, что вообще происходит, и как его пытаются использовать, а способы его использовать как-то позитивно не просматриваются, да. Россия и Беларусь нужна только для того, чтобы с Беларусью случилось то, что не должно случиться с Россией, да. Это очень удобно, да, а этот нам зачем? А этого мы съедим, когда жрать станет нечего, да? Ну вот, очень удобно, да. Вот этот, то есть мы, Беларусь, это тот, кого съедят. Вот ты не выключаешь, ці нават наадварот как бы прогнозуешь, что вось гэты накал и подвышэнне градуса яно можа перарасці до ўзроўню, калі там ну как бы у новую якасць перайдзе это все, и эта якасць будзе не вельмі. Я думаю, что, слушай, тут и Украина не случайно нагнетает, а в общем-то довольно прямо уже говорит, что риски возрастают. Ну, это очевидно. Да, как и количество провокаций, и любая из этих провокаций в развитии может быть использована для того, чтобы этот конфликт перевести в иную плоскость и втянуть Беларусь прямо напрямую. Да? Калі ўсё ж таки ну больш там паспрабаваць крытычна паглядзець, я там чую іншыя аргументы, ну датычна Украіны, да прыкладу. Ну конечно, як у Зеленскага чарговы карупцыйны скандал, трэба перавесці некуды стрэлкі. Так вот он, давайте будзе тут Лукашенко Беларусь абвінавачваць, пераводзіць туды ўсю увагу. Скандал ёсць. Мы там бачым. Там как бы вот там літоўцам трэба нешта там, я не ведаю, там вырашыць свае ўнутраныя палітычныя пытанні, разнагалоссі, яны падвышаюць градус і істэрыю, як сказаў у нас у эфіры Павел Усаў, да прыкладу, істэрычная рэакцыя на вось гэты дрон, які нібыта ёсць, нібыта нема і гэтак далей. То бок можа сапраўды там хто-то что-то вырашае свае там какие-то пытанні, а крайнімі застаюцца беларусы і Беларусь. Ну да, а ядерные боеголовки нам подбросили, да? Слухай, про пагрозу ад вучэння ў захад мы таксама чулі ўжо не один раз, там вся там Европа ў боеготовнасць становилась, а ничего по выніку не было. Послушай, ну не напрасно становилась, я уверена абсолютно, что лучше быть готовым к дронам, ко всему, да, потому что то, что возможно, мы в 22-м все выучили, да, и я думаю, что где-то примерно в этой студии за день, за два, за три до нападения Украины на Украину полномасштабного, я думаю, что здесь сидели у тебя эксперты, которые говорили, что, слушай, ну они же не самоубийцы, не больные же люди, да? Ну, не может этого быть. Ну, так оно и было. Да. Шрайбман потом пеплом в голову посыпал. Ну. Послушай, ну, потому что ты всегда все-таки мыслишь с точки зрения человека, который более или менее вменяемый, потому что прогнозировать для людей с диагнозами совершенно невозможно, что он сделает, да? Это плохо поддается прогнозам. Да, и всегда кажется, что, может быть, есть какая-то система сдержек, противовесов и так далее. Да? Здесь я точно понимаю, что Беларусь использовать могут,
да? Знаешь, как у уголовников, да, мотив есть. Очевидные преимущества от того, что это будет с территории Беларуси что-то сделано, а не с территории России, есть. Сообщение о дроне было от белорусской стороны, это, собственно, и белорусская сторона тоже подтверждает. Поэтому, если дрона не было, значит, тогда или Беларуси показалось, или Беларуси очень хотелось, чтобы Вильнюс воспринимал эту угрозу серьезно. Если это сообщение о том, что что-то заминировано, здесь все эвакуируется, да? Слушай, что там может... все школы Варшавы заминированы, вот как было недавно, да? Ладно, там давайте расслабимся и не будем напрягаться, да? Напрягаются, всех эвакуируют и стараются, в общем-то, быть готовыми, да? Потому что количество тех, кто говорил, что да никто не будет наступать на Украину, кому это надо, тоже было велико, да? Сейчас готовиться надо в любом случае и, в общем, понимать, что после того, что случилось в феврале 22-го, ничего невозможного нет. Слухай, лагічна, калі глядзець на сітуацыю, якая перспектывы, якія вымалёўваліся для Лукашэнкі, для афіцыйнага Мінска. Літоўскі накірунак. Здаецца, прыходзіць інфармацыя, што амерыканцы ціснуць на Літву наконт беларускай калійкі. Пытанне вырашаецца, перамовы ідуць, Коула чакаюць. Зараз прыедзе дзядзя Коул, чарговы раз націсне там на літоўцаў і адкрыецца, можа быць, глядзі, транзіт да Клайпеды. Да. І тут гэты беспилотник, Слушай, который... есть фактор один, да, вот он один, и зовут его Путин Владимир Владимирович, да, а у него тоже подгорает, и подгорает конкретно, потому что то, что происходит по линии фронта, мы видим. То, что в России, как там это Лукашенко красиво сказал про российские НПЗ, да, что они приходят в какое в нерабочее, неадекватное состояние, да. Да, такое бывает, да. Иногда. Что-то случилось. Да, да, в какое-то не такое состояние они приходят, да, прям совершенно не работают абсолютно, да. Вот, страшно подумать, что будет, если с тобой такое приключится, и ты перестанешь так работать. Это же об этом лучше вообще не думать. Да. Это что случилось? А такое было до 22-го года? Абсолютно. Слушай, как, в смысле на Москву? В смысле московские НПЗ? Ребят, так вообще мы не договаривались, да. Вот. Поэтому Путин-то тоже не может подождать, пока его младший союзник порешает свои мелкие бытовые вопросы с Калием, с своими семейными деньгами, с заключенными, до которых вообще никому нет дела. Да и с Литвой, с Польшей, честно говоря, тоже. Да. В России реальная экономика начинает сдавать, начинает не вывозить. Я очень верю в то, что элиты не в восторге все от этого, потому что пока ты на этом зарабатываешь, это приемлемо. Да. Если ты на этом теряешь деньги, это прям уже плохая идея. Да. Поэтому надо срочно как-то выходить из этой ситуации. Да? Какой тут Донбасс к осени? Тут, извините, под Москвой уже куча неприятностей происходит. Да? Попадают вполне точно, и четверть нефтепереработки – это на самом деле очень много. Да? И Лукашенко может подставлять плечо как угодно, но это по мощностям совершенно несопоставимо. Дарэчы, а наколькі сапраўды можна сур'ёзна ўспрымаць гэтыя словы наконт того, что давайте тут нам, у вас там вот что-то случилось, НПЗ не працуюць, мы-то сейчас как вам зробім это все? Зробяць? Нет, конечно. Так а как? А как вести, а как потом назад. И серьезно представляешь, что для того, чтобы обеспечить Екатеринбург топливом, перерабатывать его будут в Беларуси, это через всю Россию несколько раз гонять продукт. И, послушай, у нас были собственные НПЗ, а тут... Да и прилететь может на любой, как мы уже сейчас понимаем, да, после того, как там уже в Челябинске не все заводы хорошо себя чувствуют. В общем, что тут Гомельская область, это же вообще... Наконт Гомельскай обласці ўсё ж таки сітуацыя крыху іншая, наколькі я разумею. Нават пасля і гэтых словаў Зеленскага і папярэджанняў
от Мадзяра і ўсё астатняе, украінскія эксперты кажуць, што ўсё ж такі гэта краіна не наўпроставы, там скажем, агрэсар, акупант, і нейкія дзеянні на яе тэрыторыі ці супраць яе ваенныя дзеянні будуць успрымацца усей супольнасцю сусвета як акупацыйныя, там типа агрэсіўныя дзеянні. І гэта наколькі ўсё ж таки, на твой погляд, гарантуе бяспеку? Слушай, пока в моменте, безусловно. Да, то, что Лукашенко готовится к войне на своей территории, я абсолютно уверена, что только один человек может этому способствовать, и из-за одного человека это может начаться, и это человек Путина, вовсе не Зеленский, и не Евросоюз, и не какие-то другие европейцы, американцы, англосаксы и так далее. Вот. Просто потому, что это в здравом уме никому не нужно, и избиратель это не одобряет, и смысла в этом никакого нет. Единственный человек, кому это действительно выгодно, это Путин. Это Зеленскому вот невыгодно прям совсем. Да. Даже сложно себе представить схему, когда это организует Зеленский. Потому что есть вещи, где действительно сложно понять, кто бы это мог быть и кому бы это могло выгодно. Да? Там, я не знаю, там можно несколько конспирологических теорий придумать, допустим, почему взрыв Северного потока там выгоден был и Путину. Да? Но здесь сложно себе это представить. Зачем Зеленскому было бы открытие второго фронта? А вот зачем оно Путину? Тут как бы все очевидно. Мотив у него. Вот. Ну и, слушай, вот Лукашенко же на этих, как расцвел он, слушай, на этих учениях, да. До этого его это обороноспособность и боеготовность прям остро волновали, а тут, видимо, ему психотерапия ядерными боеголовками, она так немножко его успокоила, что, если что, мы эгегей, да. Вот нарэшце вот хотя бы для вучэнняў там одну-две, но этих боеголовки довезли до Беларуси вот теперь. Судя по всему, да. Но, видишь, Минобороны российская даже не доверила снимать белорусам. А уж кнопку, что-то я сомневаюсь, что доверят белорусам. Так что кнопка в надежном месте будет. Что-то изноўку ты как-то вот и с Министерством обороны Лукашенковским спрачаешься, и с пропагандой, которая говорит, там же уже вот это уже наша, в смысле, вот Лукашенковская, это он уже там все. Это вам удобно в данном контексте. Но если вдруг это будет использовано, ребята, вот эти ваши слова записали. Вы же сказали, что это ваши. Вы же сказали, что вы за это отвечаете. Вы же сказали, что только вы. Просто будьте готовы. Что если кто-то это сделает вдруг, это будете вы. Просто потому, что вы уже сознались. Да. Потом не скажешь, что они были на учениях в Беларуси, а потом пошли назад домой, почему-то через Украину. Абсолютно, абсолютно, слушай. С полигона Капустин-Яр шли и случайно куда-то не в ту дверь свернули. Да. Я хотел бы еще на так сказать, апошнюю частку нашей размовы закрануть тему рэпрэсій, якія адбываюцца ў Беларусі. То, что они адбываюцца няспынна, гэта ни для кого не сакрэт. Кожны дзень прыходзяць навіны, там нешта там затрымалі, там некага судзілі, там некаму працягнулі тэрмін знаходжання і гэтак далей. Это вот так вот неяк апошнім часам на такім узроўні, ведаеш, там над зямлёй, так нізенько так вот это ўсё адбывалася. І тут вот навіны канкрэтна пайшлі рэйдам па сваяках тых, хто вымушаны быў з'ехаць за мяжу. То бок людзі за мяжы. Яны пайшлі дэманстратыўна чмарыць там сваякоў, чагосьці дамагацца, праводзіць ператрусы у кватэрах людзей, якіх яны самі вызвалілі і самі выкінулі з Беларусі. Я пра таго ж самага Лапковіча, да прыкладу, і іншых, я так думаю, што таксама ёсць. Дэманстратыўна. Сітуацыя з Алексеем Хлястовым. Вот навошта сядзіць сабе спакойна, вы і так яму там абрэзалі ўсе магчымасці жыць, выступаць, хай сабе не на гэтых сваіх акцыях за Беларусь, а хаця бы просто там дзе-нибудь в караоке-клубах. Таксама нема магчы. Для чаго? Слушай, это всем нам очень четкий сигнал, да? Мало чтобы мы уехали, мы должны заткнуться. Вот так, если по-простому совсем, да? Все, включая нас всех здесь, Хлестова там, а нечего
тиктоки он записывает, интервью он дает, черные списки он рассказывает. Да? Вот в России хорошая практика. Да? Запретили упоминать про запреты. Да? Так и здесь. Фактически репрессии внутри страны масштабные сейчас осложняет вот эта большая сделка. Да? Ну, американцы и так выглядят довольно странно, честно говоря. Да? Вот они там обнимаются с ним, рассказывают, там, какой он молодец, да? И вот в тот же день прилетают новости вот об этом вот всем. Да? Поэтому это такие репрессии, которые они направлены в основном на нас. Ну, просто потому, что мы вряд ли сейчас будем жаловаться Коулу, что нас тут обижают, просто потому, что мы ждем, когда освободят людей, которые сейчас находятся в колониях, да, а во-вторых, их задача нас заткнуть. Ну, вот просто так, очень просто и так далее. Вот то, что они говорят, там, это профилактический рейд, да? Ну, смотри, вот если ты сидишь в Беларуси, и к тебе пришли с профилактическим рейдом, ну, тебя напугали, ворвались, значит, всех домашних на уши поставили, лицом в пол положили, ну, и сказали: Дим, ты так больше не делай, да? Ну, шансы, что ты кому ты об этом расскажешь, собственно, да, если нет нас здесь, за пределами страны, да, ну, побухтишь тихонько, скажешь, что это, слушай, пугают, душат, ну, все, да. А если ты выехал, то какой смысл? Какой смысл мне молчать, что продолжают кошмарить там меня, моих знакомых, моих коллег, да, ну, никакого смысла уже нет. Попытки давить имуществом, они очень смешные, да, ну, просто потому что, ребят, так я туда все равно не вернусь, пока там не станет нормальная страна. Ну, я все равно этим не воспользуюсь, да. Вы чем больше меня загоняете в ту ситуацию, когда терять мне абсолютно нечего, ну, вот я буду защищаться, да. И поэтому не молчат наши коллеги, к которым опять приходили там за последние 2 недели, наверное, ну, вот к очень большому числу людей, в том числе с профилактикой за то, что они якобы сделали там в 2020 году, да. Ну, не получится. В итоге, извините, но когда вы беседуете с Коулом, для всего мирового сообщества он выглядит исключительно странно. Да? Потому что новости о том, что в Беларуси продолжаются репрессии, они никуда не деваются. И заткнуть людей, ну, прям совсем не получается. Да? Ну, на самом деле, конечно, ну, лучше мочить нас, чем тех, кто сейчас внутри страны. Это правда, да. Слухай, с одного боку, то бок все одно маўчаць не будуць. Вот я паслухаў выступ Алеся Беляцкага зараз на канферэнцыі па палітзняволеных у Вільні. Ён канкрэтна кажа пра рэпрэсію, ён канкрэтна заклікае сусветную супольнасць не спыняцца ў ціску на рэжым і гэтак далей. Ладно, можа там умоўны Коул там вот нас с тобой не пачуе. Ну, Беляцкага-то он почуя, и они молчать не будут. Мы прошли очень большой путь. Да? Мы научились говорить об этом так, что американцы это услышали. Да? Это не один человек, не 5, не один офис. Это была большая компания, очень большая компания. Но мы не будем дальше молчать. Если будут кошмарить наших близких, не если, а потому что. Да? Молчать никто не будет. Ну, это уже не получится. У многих людей уже пути назад нет на самом деле. И все одно гэта адбываецца. И вот гэта адбылася, и как бы я не один комментар прочитал у таким стыле, что ну, скіраваны да тых, хто выступае за неабходнасць там зняцця санкцый, дыялога, ўсяго астатняга пра там дзеля вызвалення палітвязняў. Ну што, гэта ўжо пачатак адлігі, гэта ўжо как бы дыялог, ці гэта яшчэ не? Это маневры, да? Лукашенко не умеет диалог. С Лукашенко диалог не получается просто потому, что он не умеет, не хочет, потому что ну, старого президента новым трюком не выучишь, а когда он еще и не совсем президент, то его вообще ничему уже не выучишь. Вот это вот таки добрый отказ на словы, якія прагучалі тут у нас у студыі ад Насты Касцюговай про то, что я прогнозую снижение ўзроўня рэпрэсій. Послушай, мы с тобой не раз говорили, что репрессии будут под ковер заметаться, будут пугать. Да, не будет там громкого дела, где, значит, там всех по 130-й сейчас на 10 лет мы посадим, да, за разжигание или за оскорбление и так далее. Дела будут точечные, много будет административок, окрестенно заполнено, переполнено, будут душить всех, вот всех, кто будет в этой студии, будут душить, да. Ну, просто потому, что нас душить, в принципе, довольно удобно, потому что нас просто нет. Да, а заочно с нами можно делать буквально все, что хочешь, да. Ну, и это все-таки ниже радара американцев получается. Ну, потому что спасать живых людей, да, безусловно, но спасать от там, того, кого пугают в Беларуси, ну, они точно не будут.
да. Я просто не очень понимаю дальше, как они планируют. Ну, сделка – это начало, да. Это то, что вы должны получить и потом использовать какое-то время, да. Вам все равно придется остановиться, если вы на эту сделку рассчитываете, да. Ну, вы можете без конца набирать людей, но, во-первых, это люди уже скорее ваши, извините, чем какие-то другие. Это достаточно безобидные люди. Все сколько-нибудь обидные люди уже по эту сторону, да, или в тюрьме, или за границей. Все, кто не готов молчать, к примеру, да. Из Беларуси сейчас может себе позволить что-то сказать фактически один Статкевич, да. Ну, и то, потому что его кейс особенный, и то, потому что пока так удобно, и то, потому что, да, и его объединительный потенциал не очень высок, да, и можем даже показательно ему разрешить там всех критиковать, тем более, что если он там будет критиковать Тихановскую, так может еще и даже и неплохо, да, нам в пользу. Но сколько-нибудь серьезно сейчас из Беларуси обсуждать там суверенитет, экономику, национальный вопрос, да, ну, ничего невозможно оттуда обсуждать. Только здесь это все. Ну, знаешь, я еще раз оценила нашу важность все-таки, да. Вот ей-богу, да, 6 лет продолжать нас всех преследовать, тиранить, душить и так далее, это надо прям серьезно иметь намерение. Ну і на завершэнне ўсё ж таки мы чакаем візіта Коула, да. І вот Коул прыязджае. Тут табе ёсць інфармацыя, я думаю, што да яго даводзіць пра тое, што адбываецца вот просто цяпер. Тут яму паказваюць, ну, умоўна, той же самы выступ Беляцкага, і вот он прыходзіць к Лукашенку, і вот і што? Я думаю, что он будет продолжать то, что он делает. Просто очень важно этот процесс сейчас завершить. Но когда этот процесс завершится, начнется новый процесс, да? И в этом случае американцы, если они будут делать вид, что они все еще не замечают, пока ты не замечаешь, чтобы достать людей из тюрьмы, это одно. Но если ты потом не замечаешь и пытаешься заработать, к примеру, на калии, это немножко другое, да? И тут, если Беларусь серьезно рассчитывает на эту сделку, в ее интересах вот эту жесть всю свернуть по максимуму, да, даже с административками, даже с маски-шоу, просто ради профилактики и так далее. Ну, пытайтесь профилактировать как-то иначе, да, без вот привлечения специалистов с оружием и без лица в пол. Вот как-то так. Тренируйтесь. Ну, паглядзім, ці спрацуе. Ці пачуюць гэтую параду нашай госці Вольгі Лойка. Я нагадаю, што рэдактарка выдання «План Б», палітычная эканамічная аглядальніца Вольга Лойка была у нас у сваім рэгулярным эфіры. Дзякуй вялікі, Вольга, за тое, што працягваеш прыходзіць і дзяліцца сваімі думкамі. Подписывайтеся, заходзьце, чытайце «План Б», ну і не пропускайце нашыя эфіры. А для гэтага ставьте падабаечкі, націскайце на званочак YouTube-канал Еўрарада, заўсёды побач. Да сустрэчы, жыве Беларусь.